Салем, достар! Меня зовут Камиля Ахметова, и в этом видео я расскажу, как изучала английский язык, сдала IELTS на 6,5 и благодаря этому теперь учусь в магистратуре в Америке. Думаю, сначала нужно рассказать, как я вообще начала учить язык. После 4 класса я решила поступать в школу для одаренных детей, Жас-Дарен в Павлодаре. Сдала хорошо казахский язык, математику, и, к сожалению, в моей школе до этого не было английского языка, а в Жас-Дарене уже изучали его с 1 класса. Поэтому ко мне подошла директор и сказала: если ты придешь в августе за эти 2 месяца, то есть поступала я где-то в начале июня, и мне сказали, если ты придешь в августе, за эти 2-3 месяца подтянешь английский, то мы тебе возьмем, потому что казахский и математика у тебя очень высокий балл. Но мы так и сделали, то есть каникул у меня летних не было. Мы дополнительно записались к репетитору, очень хороший педагог, между прочим, я, к сожалению, не помню его имени, но уже на первом уроке я пела песенку «Clap, clap, clap your hands together». В общем, до сих пор помню с 5 класса. Я очень много времени, сил и денег потратила на изучение языка. В то время репетиторство стоило 500 тенге в час. По тем временам очень большие деньги. Но спасибо родителям. За 2 месяца я подтянула его. В августе сдала вступительные, прошла. И вот с 5 класса началось мое системное изучение английского языка. Потому что наш класс был гуманитарной направленности, и у нас уже с 5-6 класса были учебники, по которым учились на вот этих всех платных курсах. Да, это стоило отдельных денег, но зато мы за 4 года того, что я училась, уже я дошла до уровня где-то intermediate. И это в школе, бесплатно, считайте. Потом я поступила в специализированную музыкальную школу, где английский был не на таком уровне, на котором изучала я, скажем так. Хотя, мне кажется, музыканты должны изучать английский язык как второй предмет после всех специализированных музыкальных. Потому что мы же все время путешествуем, все время представляем нашу страну за рубежом, да? Почему не сделать вот в таких специализированных школах нормальный английский язык? Я не знаю, в чем проблема. То ли учебники были странные, вообще непонятно, кто их создавал. Потом, учителя вроде нормальные, как-то это все, не знаю. Не особо у меня улучшился английский язык за эти 4 года. Затем я поступила в университет, где ситуация тоже была не намного лучше, тоже были там отдельные педагоги хорошие, но как-то все. Так вот, почему бы не поделить учеников по уровням, да, в университете, сдать вот в начале тест, как вот на всех курсах бывает, и вот у вас elementary, intermediate там, и так далее. Ничего страшного в этом нет. Почему кто-то должен идти впереди, кто-то и так оставаться на том уровне, на котором он был? Где-то после 1 курса я увлеклась волонтерством и поняла, что моего языка английского недостаточно для того, чтобы общаться с людьми, которые приезжают в нашу страну. И поэтому решила изучать более углубленно английский язык, да и понимала, что в магистратуру это в любом случае нужен английский. Вот, и тогда на 2 курсе я решила записаться на курсы английского языка, которые были возле дома, они стоили почти всю мою стипендию, но я все-таки решила ходить. Потом, то ли мы переехали, то ли что, но, в общем, я перестала ходить на эти курсы. И потом, на 3 курсе, я выиграла стипендию фонда 1-го президента. Посмотрите это видео, как я выиграла эту стипендию. И что я делаю? Я трачу эти деньги не на английский, а на немецкий язык, да? Зачем-то пошла в Гёте-институт и начала изучать немецкий язык. Но это было тоже полезно,
Поскольку я уже около 10 лет изучала английский язык, и он у меня на каком-то уровне встал, я уже думала, ну все, у меня, наверное, нет способностей, и все, приехали, и ничего хорошего. Но когда я начала изучать новый язык, совершенно другой, немецкий, я поняла, что, оказывается, это все возможно. То есть в институте все было по полочкам, хорошие учебники, хорошие учителя, и я поверила в то, что, в принципе, новый изучать язык возможно, если делать это у правильных людей и на правильных курсах и так далее. На третьем-четвертом курсе тоже у меня, вот поскольку я ушла в немецкий язык, и как-то у меня английский был такой ленивое изучение языка, я просто в Инстаграме там и на всяких пабликах подписалась, на Ютубе смотрела всякие видео. Примерно я двигалась на одном уровне, занималась самообразованием, слушала подкасты, сериалы смотрела, фильмы. Я потом подскажу вам, какие приложения, какие сайты. Поскольку я была студентом, я смотрела все бесплатно, так что я вам подскажу там и ссылки оставлю. То есть после изучения нового языка у меня как будто бы открылись силы и вера в себя, что язык все-таки выучить можно. Затем на 4 курсе я поехала по обмену в Италию, и там уже выучила итальянский язык разговорный. И все-таки это было благодаря тому, что я вот после немецкого поверила, что языки возможно учить. Вот. После окончания учебы уже я решила вплотную заняться языком английским, потому что понимала, что для магистратуры нужен английский язык. И IELTS нужно сдать, или TOEFL, в общем. Я изучила, мне кажется, все курсы в Астане. Ну, такие самые знаменитые, и которые были возле моего дома или возле моей учебы. Ну вот, сходила на все пробные уроки, на все бесплатные пробные уроки. Спасибо, ребят. И мало где мне понравилось, да, вот так вот. Таким образом, изучив очень много курсов, которые были в Астане, и заплатив разные цены, от, не знаю, самых дешевых до одних из самых высоких, искала я курсы и хотела все-таки записаться сразу на IELTS подготовку, потому что у меня уже был достаточный уровень, и я думала, что не стоит времени зря терять, а уже изучать вот эти все тонкости экзамена. Возможно, слышали, но IELTS — это не просто знание языка, это целое... Я не знаю, как это сказать, но это можно сказать, это какое-то другое мышление, потому что ты сдаешь не просто знание слов, а то, как ты мыслишь. И затем я записалась на курсы, на пробный урок, который я посетила 1,5 года назад. Поэтому, ребята, если вы делаете пробные уроки, то делайте очень хорошо, потому что я записалась через 1,5 года на одни курсы, которые готовили чисто IELTS. Мы занимались суббота-воскресенье, в субботу где-то 7 часов и в воскресенье 5 часов. То есть они были только по выходным, что было, с одной стороны, удобно очень. Где-то 2 или 2,5 месяца я занималась вот подготовкой к IELTS. Потом у меня началась работа, и вот в сентябре, то ли 28, то ли 29 сентября, я сдаю этот долгожданный экзамен. Это было очень стрессово. 3 часа сидеть почти безвылазно и напрягать свои мозги. Это такой стресс. Там еще такая очередь была возле этого здания. Кстати, экзамен был в Миллениум парке, кажется, возле Шабета, в общем. Было очень много народу. Я не знала, что столько народу у нас в Астане хочет сдать IELTS. Но прям очередь была. Все прошло в целом хорошо. Единственное, наверное, я перестаралась со вторым заданием по райтингу. Слишком много времени ему уделила. Спикинг у меня был на следующий день. Тоже хорошо, мне кажется, потому что после основного экзамена, конечно, я очень сильно устала. Тоже не пойми, что я говорила на спикинге, видимо, волновалась, но в итоге мои результаты были по listening 7,5, потому что я слушала очень много подкастов.
Я вам скину приложение и ссылки на эти приложения, что я слушала. Я прям в автобусе ездила на учебу и слушала все время английский язык. Я слушала BBC радио. Всякие программы, шоу, Джимми Фэллон, Джимми Киммел, там, Эллен. В общем, все, что можно слушать. Иногда даже не полезно это было, но мне просто интересно было там про звезд что-нибудь послушать. И я просто себя прикрывала тем, что, ну, это же на английском. Посмотрела очень много фильмов, тоже скину сайты, так как я была студентом. Все я это искала, чтобы было бесплатно. А сейчас, конечно, уже есть Netflix и другие стрим-площадки, да. Такого тогда особо не было развито, поэтому я смотрела все на английском, с английскими субтитрами. Электронный вариант результатов пришел где-то через 2 недели, потом я забрала их физически. Результаты были очень радующими меня, потому что средний балл был 6,5. По listening я получила 7,5. Потом был writing, у меня был 5,5. Потому что, мне кажется, все-таки второй... Ну, в общем, writing, правда, сложный там. Не помню, какая тема попалась, но помню, что вот как положено в первом задании был график, и во втором нужно было написать эссе на какую-то глобальную тему. Но уже прошло почти 3 года, так что я, конечно, не помню. Reading у меня был 6,5. Да, в принципе, хорошо. И speaking был 6,0. Тоже, в принципе, считаю хорошо. Поэтому был общий балл 6,5. Но я, если что, вставлю сюда фото своего результата, чтобы, если я там что-то напутала, вы меня перепроверили. Я, конечно, очень много лет боялась просто сдать и думать об IELTS, потому что столько о нем ходит всегда мифов, и поэтому один из учителей мне по английскому говорил, что очень важна ваша психологическая подготовка к этому экзамену. Это правда важно. Я очень много работала над собой, просто думала, ты сможешь, там еще в этом роде. И действительно смогла, и когда уже сдала, вы не представляете, насколько я была счастлива, что вот столько лет, там, не знаю, лет 5 я думала, какой же это сложный экзамен, а в итоге сдала, и все нормально оказалось. Так что вы, ребят, не переживайте, если все вы учили. Всем доброе утро! Я сегодня сделала то, что откладывала много лет, и я счастлива. Так что делайте сразу все, что нужно. Сейчас, конечно, я думаю, что если бы у меня в школе, в старшей школе и в университете получше преподавали английский, более систематично и как-то правильно, и не менялись учителя каждый раз, то можно было бы сдавать IELTS смело и без подготовки на этих всех курсах, потому что 8 лет бесплатного обучения, просто я потеряла. Хотя потом мне приходилось это из своего кармана вытаскивать деньги, тратить свою стипендию. Почему так? Напишите в комментариях. Да, ребята, я бы хотела посоветовать вам приложения, которые помогали мне поддерживать язык на одном уровне, потому что, как вы понимаете, если его не практиковать, язык очень быстро забывается. Прям так происходит. Поэтому я посоветую вам Duolingo. Как многие, наверное, знают, Duolingo это более для начальных уровней. Просто поддерживать язык, чтобы там заучить грамматику, определенные там слова выучить. Потом у меня был WordBeat какое-то время, где-то год, наверное, или 2. Это когда каждый раз, когда ты нажимаешь на блокировку, у тебя появляется новое английское слово. Что-то похожее на Anki-Droid, который я тоже советую, у меня был до этого тоже. Туда, помимо того, что там есть готовые колоды с языками, это то же самое, как вам советуют карточки. Пишешь с этой стороны и с этой стороны видишь. То же самое Anki-Droid, только электронное, которое у тебя всегда под рукой. Тоже хорошее приложение.
Ну, естественно, я скачала много оффлайн словариков на разных языках, но английский оффлайн словарик у меня, наверное, лет 5 уже, наверное, есть. И это вообще всегда спасает, особенно сейчас, когда в Америке обычных слов, ну, допустим, связанных с едой, там, бытовых каких-то слов я не знаю, то если интернета рядом нет, то я всегда использую этот оффлайн словарик, очень сильно помогает. Конечно, советую смотреть фильмы, которые вам нравятся, сериалы. Допустим, многие советовали Friends, но что-то он мне не зашел, зато «Как я встретила вашу маму» мне вообще спокойно все сезоны посмотрела. Хотя это был немного выше уровень, чем я могла, но все равно с английскими субтитрами нормально все поняла. Ну, там 80%. Тоже из сериалов я смотрела Suits, да, форс-мажоры, которые где-то 6 сезонов посмотрела, дальше уже времени не было. Потом любимые фильмы смотрела. «Пираты Карибского моря» все части на английском пересмотрела. «Гарри Поттер» все части пересмотрела на английском. Ну, хотя это уже было после IELTS, но в целом я советую, если вы их любите, то это очень полезно. И даже некоторые фильмы, которые супер культовые, которые каждый человек должен был посмотреть, я почему-то их не смотрела, например, и решила подождать, пока я буду на том уровне, чтобы понять вообще этот фильм на английском. И вот, например, «Титаник» я посмотрела в первый раз в жизни вот только в прошлом году, в 2020-м. Оказывается, классный фильм. Потом я скину ссылки внизу в описании, напишу сайты, на которых я это все смотрела. Все это было, опять же, бесплатно, потому что я была студентом, откуда мне еще брать информацию, да? YouTube и вот эти бесплатные сайты. На YouTube очень много всяких обучающих видео. Я их все тоже подписалась, везде смотрела. Вот такое у меня было изучение английского, можно сказать, ленивое, но такое. Зато она всегда мелькала перед моими глазами, и я тоже, между прочим, мне кажется, было полезно. Кстати, ребята, если вы думаете между IELTS и TOEFL, я не знаю, как лучше. Наверное, вы знаете, что IELTS это больше по Европе, а TOEFL по США. Но вам подсказка. Некоторые университеты США принимают результаты IELTS, так как сделал это мой университет, например. Так что внимательно смотрите требования, внимательно изучайте, все на сайтах написано. Ребята, учите английский язык, в 21 веке без него никак, и всякие отговорки уже вообще никак не работают, потому что куча информации бесплатно есть. Единственное, конечно, даже я считаю себя очень организованным человеком, но если я не хожу куда-то, не знаю, каждый понедельник, среда, пятницу по расписанию, то очень сложно себя заставить что-либо делать. Поэтому, если есть возможность, желательно запишитесь на курсы, потому что вы все равно будете ходить, жаба ваша будет внутренне тушить, и если вы еще ответственный человек, то вы не сможете пропустить. В общем, лучше запишитесь на курсы какие-либо, доведите себя хотя бы до уровня intermediate, тем более же сейчас есть онлайн. Доведите себя как минимум до уровня intermediate, и потом уже можете сами делать, что хотите. Но если какие-то определенные экзамены, вот такие серьезные, то я бы тоже, наверное, пошла на курсы, потому что на них все-таки подсказывают вот эти всякие, как можно обойти некоторые вещи, или как нужно отвечать, или как нужно писать эссе, какие слова использовать. Вот это все, конечно, на курсах рассказывают. И что от вас ожидают на этом экзамене. Так что, ребята, учите английский язык, без него никак, особенно если вы смотрите меня, музыканты, вы просто все, у вас природная способность к языкам, потому что вы музыканты, понимаете? И вообще ваши отговорки не работают. Так что все, кто после этого видео замотивировался и начал учить английский язык, давайте пишите в комментах. Всем удачи в изучении языка. Вы просто не представляете, насколько я себе благодарна за то, что вот тогда заставляла себя ходить и учить язык. Потому что вот сейчас в Америке мне намного, вот просто нельзя переоценить, насколько мне комфортнее
когда я понимаю, что мне говорят, и что я понимаю, что вообще на парах происходит, что мне на улице люди говорят, и что я могу им кое-как, но ответить. Это же такое счастье, можно сказать, это такая уверенность в себе. Так что, ребята, давайте. Вохнер. Курскинчи.